Байсангур Беноевский – знаменитый чеченский полководец XIX века, наиб имама Шамиля, активный участник Большой Кавказской войны 1817 по 1864 годов, национальный герой чеченского народа. Родился в 1794 году в чеченском ауле Беной, в семье крестьянина Эди. В периоде жизни Байсангура до 1830-х годов известно крайне мало. Начал активно воевать примерно в 38 лет. Высокий, тощий Байсангур поражал своей отчаянной храбростью. По этому поводу имам Шамиль говорил: «Пока будет жить Байсангур, мы не проиграем войну». И эти слова оказались в какой-то мере верными. После смерти Байсангура сопротивление чеченцев пошло на спад. В возрасте 51 года он лишился глаза и руки, а в возрасте 53 лет пушечным ядром ему оторвало ногу, и он попал в плен. Салтамурат со своим отрядом сумел через некоторое время освободить Байсангура. Говорят, что когда имам Шамиль увидел Байсангура, после того, как его освободили без глаза, руки и ноги, то не смог удержать слез. Байсангур даже не успел оправиться от ранения, как сразу принялся снова воевать с врагами. В одном из решающих боев в Гунибе их окружила российская армия численностью около 40 тысяч солдат. Многие воины и наибы сдались или попали в плен. Среди них был и сам имам Шамиль. Байсангур отказался сдаваться и со своим отрядом численностью около 100 человек, однорукий, одноногий и одноглазый, решил прорвать кольцо российских солдат. Около 30 воинов смогли вырваться из окружения Гуниба. Среди них был и сам Байсангур. После этого он смог еще нанести мощное поражение царским войскам генерала-майора Мусы Кундукова. Но потом в одном из сражений конь Байсангура был убит. Так как Байсангура привязывали к коню, он упал и раненый был взят в плен. Его привезли в Хасавюр, чтобы повесить. Когда он стоял, просунув голову через веревку виселицы, один доброволец вышел из толпы, чтобы выбить из-под его ног опору. Но когда этот мерзавец приблизился к Байсангуру, он своей единственной ногой нанес тому удар в лицо и таким образом закончил свою героическую жизнь в возрасте 67 лет, до конца своих дней, сражаясь с невиданным мужеством. Чтобы рассказать о всех сражениях Байсангура, не хватит и моей жизни, о его доблести, мужестве, чести, непоколебимости и отваге. Байсангур Беноевский, чеченский национальный герой. Да будет доволен тобою Аллах, а мы будем помнить тебя вечно.